Байра, всех приветствую в прямом эфире. Сегодня тема единства народов Кавказа. И на днях мы обсуждали об ингуш-осетинском конфликте. И многие мне пишут, что ты думаешь по этому поводу. Также мне многие ингуши пишут, задают вопрос. Прежде чем сказать свое мнение, сразу скажу, что я уже не раз говорил за единство. Чтобы не было, мы должны стремиться к единству. Исходя от того, что у нас очень много не только внешних врагов много, но и внутренних, к сожалению. Много провокаторов, там всякие. Сейчас и не поймешь в этом хаосе, кто есть кто. Байра. И тем более мой канал вот так, сейчас я заблокирую этого Шамгам. Да, тем более мой канал посвящен физической аланской культуре, нашей духовно-религиозной культуре Ас-Садин. И согласитесь, тот, кто несет культуру духовном, тот, сами подумайте, не может стравливать тогда, какая бы ненависть была бы, не была, мы человек здравомыслящий, знающий, понимает, что, как Иисус сказал, люди не ведают, что творят. Поэтому мы должны стремиться к единству. И да. Немного предыстории. Вообще, первое мое такое видео, вообще как таковое, вообще в соцсетях, это было именно видеообращение к ингушскому народу. Помню, там какой-то скинули мне видеоролики, там кто-то снимал, и Ксения Собчак, кто-то из Ингушетии, где она там была, не помню, сказал, попридержи там армию России, мы за несколько, сколько там времени, я точно не помню, захватим всю Осетию. И я сделал видеообращение насчет наших земель, потому что до этого я всерьез так не воспринимал, а когда Ксения Собчак приехала, я тогда и прежде всего и к ней, с посылом к ней, потому что почему она к нам не заехала, нас не спрашивали. Я тогда понял, что насколько серьезно там в Ингушетии эта тема насчет земель.
тут мы как, мое окружение наше об этом, ну как, живем себе мирно, никому не мешаем, никому на ноги не наступаем, а тут, да, вот тогда я понял и решил обратиться, потому что этим, ну, и вслед за этим мне тоже сделали такое обращение, и пошло-поехало вот с тех пор, и я начал такие видеоэфиры там о культуре, ну и вообще, в принципе, просто этим я хочу сказать, что причина, самый вот первый мой вообще именно вот видеообращение к ингушскому народу. Конечно, в каждом народе не без дураков, и каждого плюс-минус общие проблемы. Но все, как я понял, это политика, тем более часто мы поняли, что задолго за всех этих множество громких событий, там даже уже официально и документальные фильмы об этом, что это все заранее спланированные вот, мероприятия и так далее и тому подобное. То есть кто-то, чтобы, да, расколоть Россию, вообще, ну, это из-за внутренних врагов, из-за тех, кто свою родину за деньги продают, наживаются на чужом горе, чтобы создать вокруг России огневое кольцо. Все, как мы поняли, эти события были спланированы и, да, применены, в том числе вот этот конфликт. Байра. Поэтому зная об этом, я знаю, что вот эта ненависть укоренилась, и она нам очень сильно мешает. Ее и по возможности сохраняют, и, например, из Южной Осетии с грузинами, и, то есть все это политика, внутриполитические войны, борьба, в том числе и за землю. Поэтому, зная об этом, как Иисус сказал, они не ведают, что творят. Когда мне пишут там, ну, сами понимаете. А насчет того, что, как я сам это, ну, понимаю. Во-первых, насчет того, что вот этого самого конфликта, согласитесь, без причины оно просто не могло не возникнуть. Потому что у нас здесь проживают и разные национальности, в том числе и ингуши. Их и никто не знает, даже если кто-то, да, по внешности можно, никто к ними не подойдет и не начнет докапываться. То есть мы вот, лично я знаю вот свое окружение, вообще тут такой проблемы нет у нас. А если у нас случился этот конфликт с ингушами, значит, этому была причина и виноваты. Я пришел к такому выводу, что сами ингуши, их никто не прогонял. Если они
ушли, значит, по своей вине, они в этом были виноваты. Потому что, как я сказал, у нас здесь очень много национальностей, никто их не трогает. Но как интересующийся этой проблемой, я многих спрашивал, и как многие говорят, что провокации были со стороны вообще не ингушей, не Астина, самих там непонятных лиц, которые спровоцировали. Многие обвиняют и Богатырова, этого провокатора, в общем, нацкие-то банд формирования, то есть нацики, одним словом, которые, да, вот из-за них этот конфликт случился, то ли с ингушской со стороны, то ли непонятные третьи лица. Помню, мне один парень рассказывал, видел, был свидетелем, как выпивший там русские, он говорил, на танках сидели, выпившие там, и им приказ был дан, и они в сторону ингушей стреляли. То есть он говорил, что спровоцировали конфликт сами же. Верит этому нет. Ну вот как он мне говорил, точно так же и вот когда с грузинами тоже конфликт был, тоже многие документальные, что там какие-то факты приводят того, что естественно не за народ я ничего не говорю, в каждом народе есть. Да, я знаю те, которые воевали, вот с южной там, и у них и друзья есть из Грузии, из Ингушетии, но, как говорится, кто на нас с мечом пойдет, от меча и погибнет. Ну, то есть мы лишь защищали свою страну, там, свою родину, то есть. И тоже говорят, что этот конфликт тоже спровоцировали, там неизвестно какие третьи лица своими планами, целями, там, разместить армию, там. Вот так, но так, в общем-то, если взять, вот я порасспрашивал там из среды старшего, ну, те, кто их мнение, что они думают, и большинство, как один, говорят, что сами ингуши виноваты, потому что как и сами ингуши говорят, что мы жили как брат с братом, ну, соседи. Да и у нас много, как в истории говорится, много побратимства, куначества. В общем, у нас очень тесное взаимоотношение было. И, как большинство говорят, внезапно, когда эта провокация, конфликт случился, как ингуши все стали, ничего не сказав, и пошли против. То есть вообще ничего не сказали, сразу ушли вот с этой, то есть, как говорят, ударили в спину. То, что, как говорят, что есть, то есть. Я лично всегда за справедливость, если надо будет, если ингуш будет прав, я на сторону ингуша, мне, справедливость у нас всегда на первом месте. Ну, это человеческое, элементарное, да. Я горой встану, если человек прав, я буду за него, какой бы он национальности не был. Мы же все люди.
И как я пытался как-то вот в эту тему, и не просто так, вот у меня в душе вот какая-то ненависть, злость, то у меня вообще это, нет, у меня не трогай, мне на ногу не наступай вообще никому, мне это не надо. Я не для того сюда на эту жизнь пришел, чтобы, да, сюда люди приходят на эту жизнь, чтобы познать, как и в религиях написано, познать грех, запретный плод, плод древа мудрости, познания, развиваться там. Каждый хочет человек быть счастливым, каждый устремлен к каким-то целям, познанию своего я, то есть творчеству на такой волне. Война это, война только там случается, когда деградация, крайняя деградация и невежество. Когда нет экономически, его на разных планах народ деградирует, духовно. Тогда-то и приходили пророки и наставляли людей. То есть за этим хочу сказать, что у меня нет такой ненависти к кому-либо. Даже, как я сказал, люди не ведают, что Тура. Да, бывает, да, я сам по себе вспыльчивый, раньше вообще сильно вспыльчивый был. Сейчас так, если даже вот это будет у меня, я так, у меня нет такой ненависти, потому что это так, такой, не в этом суть жизни. То есть просто надо всегда стремиться. Но этим хочу сказать, что когда говорили вот так, там они резко встали, ушли, нет, они по своему нацизму какому-то там они такие, как многие начинают. Так оно и есть, по одному человеку судят весь народ, где бы ты не был там, уезжая за границу своей родины, по одному человеку, по его поступкам судят весь народ, поэтому нужно быть всегда ответственным. Я всегда, когда уезжаю из своей родины, там, на море куда-то, я всегда, просто мне интересно и на людей посмотреть, как у них там культура, как, что. И всегда, наоборот, становлюсь, если многие думают, что уезжают отдыхать, там многие начинают там, сами знают, там, до белой горячки. У меня такого нет. Естественно, я наоборот стараюсь себя держать везде, где бы мне не ошибиться как-то. Идеальных нету, мы тоже не роботы, по возможности. По одному человеку судят весь народ. Как правило, здравомыслящие жертвы большинства невежественного. И как? Отлично, надо узнать правду. Если кто-то думает, что, допустим, вот и о нации, говорит, кто-то мне написал, там, пишет, лицемер, там, выкладываешь, там, какие-то ингуши, индусы пришли там, и вот недавно я выложил, почему я его выложил, тоже объясню. То есть, мне хотят многие сказать, что я вроде бы заединца, но выкладываю, как бы, хочу сказать, что смеюсь над ними. Ни в коем случае над народом ничьи чувства не хотел задеть. Вот этот данный видеоролик, где там говорят, что из Индии какой-то Магати. По-моему, все Магометы маги от этого. Магати. Магу.
Также там говорили, что Магог пришел на Кавказ, на него произошли. Но это такой просто человек делает сравнительные анализы, интересуется своих корней. Но я это почему выложил? Чтоб не думали, что я надсмехаюсь над народом. Во-первых, и у нас таких, да, расшифровщиков хоть и отбавляю. Я сам такой, мне интересно. И мне очень много интересного человек для себя открывает. И не просто совпадения бывают чаще всего. Как я говорю, когда человек ищет, он может больше найти, чем ученый. Главное зацеп. И факты там. И ты убеждаешься, что не может быть там, когда и там одно, совпадение, и ты убеждаешься, что значит какая-то связь есть. Но все равно утверждают, в этом ролике тоже не утверждают, что они, или я, может, ингушские, не знаю, что, может, они утверждают, что из Индии. Но лично почему я это выложил? Потому что мне часто говорят, что мы пришли из Ирана, постоянно, часто. Я вот решил, вот вы же сами так говорите, хотя я знаю, что большинство ингушей, тот, кто говорят из Индии, осуждают. Может, я ошибаюсь, может, на самом деле все это, вы мне так говорите, а сами, да, исследуйте этот вопрос, говорите, что из Индии там целая программа. К этому исторических земель я вернусь и отвечу на этот вопрос, как я думаю, считаю насчет исторических земель. Но продолжая тему, кто виноват в этом конфликте, как я сказал, что сами бы не повелись на этот конфликт, соседи, ингуши же там постоянно сколько раз я слышал, что мы как, братьями жили, как родные, сосед соседям, все у нас, не было никаких. Тогда, если мы такие братья были, вы почему резко встали? Я, докапываясь до правды истины, многим говорил, может, их просто спровоцировали, вот как бы вы поступили, вот там у вас конфликт, вы, ваши, там где-то вы бы как поступили с народом, тоже бы встали, или бы со стенами и ушли там, то есть со стенами остались, или, то есть с ингушами бы остались, или бы пошли к своим. Вот пусть каждый, допустим, на этом месте себя поставит, допустим, вот вы где-то в Ингушетии живете, с ингушом, сосед, тут конфликт. И что бы вы сделали? В Ингушетии остались, это Костина, в Ингушетии остались, или, и начали бы защищать, не защищать, а стали бы на сторону справедливости, вот народ там, кто есть со стены, то есть ингуши, вы бы там среди них встали все народом и сказали бы, что нет, это не ингуши сами виноваты, а там какие-то осетины, которые спровоцировали этот конфликт, как этот Богатырев. У меня к вам вопрос. Вот подписчики меня слушают. Вот мы же говорим, нам же справедливость, правда важнее. Мы же не какие-то плохие там. И может среди есть какие-то, я не такой. Я за справедливость, Мы же говорим, что они резко встали, ничего не сказали и ушли. То есть и ударили нам в спину. Вот теперь у меня к вам вопрос. Допустим, вы
в Ингушетии были. Ну, а там еще один нюанс был, об этом я тоже скажу, если не забуду. Вот вы бы в Ингушетии были, там жили как сосед с соседом. Ну, брат с брат, как ингуши сами говорят. И вот конфликт какой-то между остинами, там где-то на границе. То есть вы услышали, слух прошел. И вы бы поняли, что серьезный конфликт намечет, ну, война, вот-вот. Что бы вы делали? С ингушами бы остались? Или бы встали и ушли, ну, на свой род к остинам? Или, если вы за справедливость, понимаете, что там третьи лица какие-то, кто-то что-то спровоцировал конфликт, и там бы в Ингушетии вы встали бы народом и сказали бы свое слово в сторону справедливости. Вот мы не идем на этот конфликт, мы за справедливость, мы не идем на провокации нацики. И вот у меня к вам, к остинам, вопрос. Как бы вы вот поступили? Мы же осуждаем ингушей за то, что они ударили нам в спину. Встали, ушли, ударили нам в спину. Вы бы как поступили? Если рассуждать по справедливости, если бы мы понимали, что там, и мы бы не понимали, что... Вот поэтому я часто говорю, чтобы до таких моментов мы не доходили, мы должны, вот когда нам говорят, не лезьте в политику, как не лезть, когда мы не понимаем, там кто-то что-то мутит, а мы потом как с открытыми ртами и уже не определены, куда нам идти, что нам делать. Представляете, вот с тех пор, какую мы проблему оставили. Вот поэтому я говорю, это неправильно. За эту землю каждый из наших предков мы отдали жизнь за эти земли. И каждый из нас в равной степени, если он не какой-то неадекват или там не человек, имеет право сказать свое слово, голос. Потому что он и есть народ. Каждый обязан вникать в то, что происходит вокруг него, чтобы мы знали в какой-то обоснованный, мы понимали, что и как. Но из-за того, что у нас равнодушие, там, предвзятость своим корням, тогда вот, не знаю, с открытыми ртами ходим там. Этому нужно знать историю. Все, каждый должен, осетин, каждый, не только все должны знать свою историю. Все подробности, все там до мельчайших. И сейчас я посмотрю, может, вы вопрос задали. Данила, дружище, Дашалам, Байрай. Сегодня у нас единство народов Кавказа, остино-ингушский конфликт. Я вот свое мнение высказываю. Фред, скажи, пожалуйста, о чем говорим? Так, братиш, салам, что за тема? Вот я сказал. Так, я уже... Пока у меня бьет сердце из Дагестана, если был... Вот кто-то пишет за ингушей, пока у меня бьется сердце из Дагестана, если бы у тебя были мозги, здесь ты уже на личности переходишь, достойно себя на достойном языке говорить, иначе блокировать буду. Ты бы не разжигал тут межнациональный розы, померить эти стороны. Во-первых, это ты сейчас провоцируешь на конфликт и интригу создаешь, потому что с самого начала я сказал, что я только за единство, только призываю к единству.
Вот из-за этого да, и мы эту тему обсуждаем, причем здесь там. Вот вы не смотрите какой-то, вот только сейчас зашли, не знаю человека, так еще и с закрытым профилем, без имени, без фамилии. Вот вы сами провокатор и не знаю кто. Тому за языком следите. Меня такими дешевыми интригами тут. Аурс Байрай, рождение от Байрай. Так, продолжим. Я вопрос задал, наверное, вы поняли, как бы вы поступили, Костина, в такой ситуации. Вот мы осуждаем то, что, да, не так ушли, не сказали и ударили нам в спину. Но вот я вам пример привел, как бы вы поступили. Вот напишите. Суфизм, ислам, алейкум салам. Наверное, я тоже на этот вопрос отвечу, так как я его сам задал, но я жду вашего ответа. Еще раз, никакой национальной розни, этот канал не уже сколько лет только и делаю, что да, объединяю, стараюсь, да. Человек, который этот символ несет, он не может, сами понимаете, этот символ Творца перед Всевышним, можно символика. Да, про 1900, если ты вопрос пропустил, я еще раз могу задать. Во-первых, многие были тогда, вот как я расспрашивал, старшики, кто был свидетелем этого, они как говорили, то, что сами, им, как я говорил, просто так ничего не могло случиться, да, причина этому была. И сами ингуши, они, как говорят, многие лучше жили, чем сами жестины местные, там. В октябре, говорю, вот кинотеатр «Октябрь», там у них свой, там, в общем-то, очень хорошо они тут жили, даже лучше, чем, но вот из-за того, что они как бы притеснять начали, вот об этом речь идет, притеснять местных. И там то ли конфликт за конфликтом, и терпение кончилось, и все это произошло. То ли это по вот Богатыреву все осуждают, то, что он вот. Естественно, мы на своих землях там, потом с Южной Осетии братья, и как-то вот все знают Парпата, нашего героя Алана Тидеева. Суфизм, ислам, а в чем вопрос, можно вкратце? А ты же сам не Астин, это я Астином задал вопрос, или я ошибаюсь? Рождение, понимаю, просто так за несколько дней до конфликта уехать с города и пригородного не бывает. То есть они, да, заранее, за несколько дней. Ну, просто они, суть без разницы. Когда ты, допустим, Астин, как я еще раз вам задам вопрос. Вот, например, мы осудили, да, за то, что они резко встали, ушли, как бы, и ударили нам в спину, как бы, вроде братья с братьям, сосед с соседям, как. Но если вы там в Ингушетии жили, вы бы поняли, что вот конфликт начинается. Как бы вы поступили? Остались бы с ингушами и, как бы за ингушей.
Ну, вы же осуждаете, вы хотите этим, как я понимаю, сказать, что а что они должны были с нами остаться, ингуши, против своих же пойти? Или же по справедливости там, мы же за правду. Если кто-то спровоцировал этот конфликт, какой-то нацик там, который свое вот это, эту банду сделал, этот, или бы вы, да, все встали как бастин и, понимая это, сказали бы, нет, мы не идем на эту провокацию, мы не идем против своих же соседей, против своих, да, мы бок о бок жили, а сейчас там. Как бы вы поступили? Или вы тоже ушли, вот, как бы вы, да, вот, допустим, я бы среди ингушей был, там, между нами война идет, а я бы как должен был поступить? Вот вы бы как поступили? Вот вам вопрос. Я знаю то, что, да, там, как говорят, притесняли местных, то есть, вроде мы, как говорят, братья с братьями, сосед с соседям, но большинство, как говорят, там, притесняли местных, то есть, постоянно конфликты случались. И местные сами говорят, ну, а потом вот, ну, это про местных, те, кто... Потом это все надоело, и те наши брат там из Южной Осетии, вообще там с гор, кто, кому это все надоело, они как бы, да. И вот, то есть этому была причина, и виноваты в этом сами, сам народ, сам ингуш, потому что, как я вам говорю, здесь много национальностей, в том числе ингуши живут, их и никто вообще не трогает, ну, не притесняй, не живи себе спокойно. Но если такое было, значит, виноваты кто в этом? Ингуши. В том, что они себя так вели. Если бы они себя вели как, ну, сосед с соседям, не было к народу какой-то предвзятости, ненависти, было уважение. Почему вот здесь армяне живут, я знаю, сколько русские там, еще там кто, ну, с ними никаких проблем. Почему? Можете сказать, если у меня здесь ингуши есть? Аланга Борай, Байрай Аурс, Даландари умая. Это была астинская провокация. Здесь тебе о другом скажут. Наоборот скажут. Скажут, то по вашей вине. Или по вине провокации там. Банд меньшинств, нацистического настроя. Про Богатырева тебе скажут наоборот. Казбек Байрай. Рождение. Это было еще с 1981 года, когда астинских таксистов убивали, не то что грабили, а убивали. Ну да, вот я и поэтому говорю, что виноваты в этом были сами ингуши. Поэтому даже вот когда я недавно ролик там видел, какая-то женщина по новостям ингушка говорит, над Рейхстагом, да, водрузил красное знамя ингуш. Это первый раз такое. В том, что там какие-то банд формирования, вот эти все, поэтому их и почему Сталин вот депортации туда-сюда, потому что
Да, как мы знаем, и в сторону Красной Армии они стреляли там. В общем, бандитизмом занимались. Ну, как я вот из истории знаю, прав я или не прав. Вот здесь то же самое было, наверное, да. Поэтому этот конфликт случился, потому что если ты мирно, тихо живешь, никто тебя не трогает. Сейчас же живут ингуши, где они? Почему у нас, вот допустим, я здесь вообще никого, ну, 100%, наверное, у нас живут. Никто же, никакого конфликта нету. Что тогда мешало жить вот так? А если это случилось здесь, все говорят, что такое притеснение было там, вот как вы пишете, там убивали таксистов и так далее. Ну вот поэтому и получится конфликт, и кто тут виноват? Конечно, ингуши. Сейчас, да, время прошло, а кто его знает, может у них просветление случилось, но на тот момент сейчас они грузин братьями называют. Не за то нам говорили, что мы как братьям, то их братьями называют. То мы с Индии пришли. Я даже знаю по чеченским историкам, если верите, вот в том числе Хасан Бакаев, то, что это такой же, это все знают, это один, ну, в войнах один народ, чеченцы. То, что кто смотрел, да, просто отделились от них и такие же чеченцы. Может, я не прав? Теперь с Грузией постоянно братья. С чем братья? Те, да, религии, не ну, какой религии ты там, ну, обычно как бывает, я по себе знаю. Я говорю, у нас своя традиция, религия, единобожие свой, мы на своем языке говорим хуцау. Мне начинают только в ислам, истинный ислам, там, ну, я знаю, что к нам предвзято относится, ну, по невежеству, от незнания, от потери корней общей религии, там, осады. Но почему тогда, если вы к нам предвзяты и вы говорите, что вы там православные, не эти, хотя у нас, мы же знаем половину ислам, то, грузины что, у них даже флаг с крестами, грузины что, не христиане, что ли, большинство. Признанное христианское, может, я ошибаюсь. С чего они вам, братья? Не, лично мое мнение, это все политика. Я сейчас за исторические земли тоже скажу, что я думаю. Свастика, если немецкая была, Казбек, я бы все, ну, вы меня что, фашистом знаете, что ли? Или это специально в целях провокации, или интриги делаете? Уже вы сколько, и канал мой знаете, кто-нибудь когда-нибудь с моих уст, когда-нибудь услышал что-то нацистическое, что-то такие настрои я поддерживаю, фашистские. С чего взяли, что у меня, не знаю, вы должны подумайте, наверное, он не просто так изображает солярный символ. Уже стыдно не знать наш традиционный солярный символ. Это ваш символ вашей древнейшей культуры. Наберите свастика на скифском искусстве, свастика в скифском искусстве, и поймете там, полностью на этом основано. На груди у Будды солярный символ. Это разные вариации.
суть одна, это символ Творца. Об этом сегодня не прямой эфир об этом, но просто когда вы пишете, вы создаете интригу. Если бы Рожденат Сарматетой даном, но это другой канал, просто ник мелкий видно. Можешь имя сказать, кто это, чтобы балвуртарейца мейзуну. Если была зеркальная ситуация, то со стены в Ингушетии война, я бы вывел народ на дорогу, не пропускать ни тех, ни других. Ну, тут знаешь как, когда ты жертва вот этого, ну, ты не понимаешь, что там военный, да, ты же, допустим, не знаю, военный или кто, ты не там находишься. Как бы ты, вот если твое окружение, вот ты знал, что у них такой нацистический настрой, и как бы людям сообщили, тебе сказали, вот, такие силы, войны, сказали бы, вот, мы это, ты бы остался или... Даже если, ну да, ты остался, но это же тоже тяжелый выбор. Поэтому большинство то ли от своего, ну, патриотизма, то ли кто-то от страха, что вот его потом народ осудит, скажет, да, ты остался там, ты же ингуш там. В основном из-за этого. Я думаю, ты бы в Ингушетии, ну, я так думаю, может, я не прав, но мой народ, я бы со своим народом ушел, это мой народ. Даже если не правы, ну, да, ты знаешь, что там провокация. Тогда знаешь, как получается, получается, ну, если большинство ушли, ты, получается, как бы, не знаю. Вот в Турцию те стены, которые ушли, они, посмотри, как они за язык постоянно, на хевза, у них сердце сюда, но они хотят, но они в Турции. Но их сердце просит, у них и каналы есть свои, они постоянно общаются, то есть душой они стены. Ну, я не знаю, то. Я думаю, любой патриот, он бы, прав, не прав, ты бы с народом, за народ бы пошел. А может быть, я не знаю. Но если смотри, ты бы сказала, большинство и не послушали, кто-то в окружении, как бывает. Большинству же без разницы, они встанут и поехали. Никто не выясняет, вот война между там, я же этот, и все, уехали. Им не до справедливости, тем более, там же не философы, наверное. А может, я, ну... Вито был принят закон о реабилитации, вы должны были вернуть пригородный. Дело в том, что когда вы ушли, и так случилось, как сосед против соседа пошел, то есть вы против нас, уже вам доверять просто никто не хочет. Вы виноваты были в том, что ушли. Во-первых, эти земли исторически наши, не просто эти. Вообще, если по справедливости, до нынешнего Ирана, если взять нашу древнюю, и кто был на этих территориях, скифы, сарматы, аланы, это кубанская культура, ранняя, бронзовая, загрозская культура, это все индоарийский мир. Мы единственные стены, кто на этом языке говорит, кто эти традиции, обычаи, религию сохранили.
если справедливо, насчет исторических земель, пока не пришли монголы. Они-то нас потеснили в горы. Вы были в войнах и просто как в этой единой мощной, да, культурную индоарийскую территорию входили. Вот то, что мы знаем, вот эту общекавказскую культуру, даже выкрик «Асса», например, я говорил, народный инструмент игральный этого чеченцев, допустим, дечик пандур, даже нашим как звучит, дала фандур, одно и то же, или дагестанский пандур, одно и то же. То есть вот это и солярный символ распространены, орнаментальное искусство, это все вот эта древнейшая арийская культура. Но у нас в памяти не было никогда такого, что кого-то, не знаю, и исторически много по очевидцам, по истории очевидцев, многое сказано, что мы вместе в единстве против, был период монгол, когда нас кипчаки предали, это тоже общеизвестный факт. А кипчаки кто такие? Вот из-за этого, да, мы, возможно, и тоже проиграли, потому что долгое время нас монголы не могли победить, пока нас не предали. Как им сказал Тимур, хромой Тимур, за нас пойдите. И когда нас притеснили уже в горы, там, последних оставшихся в живых детей, там, аланская мужественная женщина Заадалескина, она упрятала. Было же позор там сдаваться, там кто-то асуты, аланы сейчас ушли с монголами. Там у него они у Чингисхана были элитой, он им даже земли выделил. И вообще считается там вообще род вообще таковой Чингисхан, аланы были. Но это я не буду утверждать. Но ученые, кто исследует эти. А те, кто не сдался, они все умерли. И вот эти дети, кого Заадалескина, она их упрятала. И вот напротив Заадалескина она, мое вот Лесгор Фарс, там выходцы, оттуда моя фамилия. Туда из Асии пришел мой предок. И мы были притеснены по тому, что вот кипчаки кто такие. И до этого, в единстве документировано, что мы вместе с войнахами, и выступали, уходили в походы против врага, воевали против тех же монгол. Где-то аланы ассимилировались, и среди войнахов я же говорил, что сам Хасан Бакаев, чеченский историк, посмотрите, он там говорит, что есть даже ТЭП на Шхойце, у них Г2 аланское есть, то есть среди них и аланы. И лингвистически тоже многие слова у нас друг другу перепадают. Я же говорил, вот игральный инструмент, там, дала фандур, дечик пандур, гусь, там, газ у нас, каз, там, много очень. Правитель у них патча, у нас пацах. Вот, если так посмотреть, есть некоторые, да, сходятся. Не просто так же друг к другу, просто так слова, значит, какая-то тесная связь. А таких фактов очень много, что у нас был, да, тесный контакт. Ас-дегорцев, допустим, То есть, вот это единство у нас было. И никакого, я думаю, никто в то время среди очевидцев, вот в те древние времена, никто не говорит, что у нас какие-то между... Может и были, кто знает.
Но исторически, вот когда нас притеснили, эти равнинные земли, до Аргуна, вот, это территории бы, скифы, сарматы, там, кубанской, вот, кубанской культуре себя причисляют чеченцы, Хасан Бакаев об этом говорил. Но, как утверждают историки, археологи, именно кубанская культура, которая потом перешла, и в скифском искусстве эти мотивы, да, видны, то же самое. Там свастики тоже очень много. Хищнические везде там, ну, это индоарийский мир. То есть, если себя чеченцы к ней, то они, получается, индоарии, они... Потом посмотрите на кубанских топориках. Там встречаются солярные символы. Вот видите, у меня точные, вот видите, две свастики. Вот это точные копии на кубанских топориках. Точные копии. То есть, вот этот символ, то, что вы говорите, немцы, фашисты, нет, это Гитлер его в своих вот этих использовал. Как фашистский, но это очень хороший, древнейший символ мира. Просто его изображали в разных вариантах, в том числе у ингушей одна из вариаций на флаге, вы знаете, солярный символ. И да, это насчет исторических, но я как уверен, ну, есть, ну, вот я публиковал Назим Гиджрати. Знаете, кто такой Назим Гиджрати? Это человек, который вот в британском вот, колледже, самом, вот, историки, там, он с мировыми учеными там преподает, здесь у нас в институте. Он все вот эти археологические слои, вот, каждую слой, век там же исследует, в почве там все вот эти. Кто, как не он, знает. Наш Петр Кузьмич Кузаев. Они все как один, все не просто мировые. Мы-то, ну, у нас не принято себя там, вот мы такая цивилизация мощная там. Но за нас говорят мировые ученые. Посмотрите, сколько дорога на запад там. Аланы дорога на запад. Аланы китайский след, посмотрите. Аланы Асуты. Скифский язык, там, яссы в Венгрии, в Британии, там, сарматы. Все мировые об одном говорят, в том числе, да, археологически, все доказано. Я как уверен, что если я, допустим, скажу там, допустим, вот ты там, кто-то там, что-то, давайте круглый стол сделаем, вот, Кадырову обратитесь к своему ингушей, вот, президент. Пусть вам все, вот, если вы хотите узнать, где наши исторические земли, наша родина, именно исторические, я вам вот этих людей сказал, вот их за круглый стол, они вам все покажут, докажут, каждый вот древнейший, кто здесь вначале был. Какая культура там же там целая. Петр Кузьмич Кузаев, например, у него там целый археологический, там, начиная с нартов, кубанцев, скифы, сарматы, ланы, родственные арийские племена. Они все это, ну, только если... Просто я как знаю, это правда никому не нужна, потому что идет внутриполитические войны, борьба, там какие-то силы, глобализация, тем более в наше время глобализации, там проекты будущего, никто эту тему не будет, потому что невыгодно, ну, просто то, что пускают за эту тему, говорит, но в рамках того, что вот просто как клоуны. Нет, это наше, нет, это ваш. Детский сад на таком уровне. Это выгодно. Чтобы у нас и ненависть, там, конфликт выгоден.
Чтобы расколоть Россию, они хотят, да, конфликт создать, а он уже наготове. Поэтому я призываю, всегда, когда вы эти вопросы, конфликт, всегда понимаете, что за этим всем, кто стоит, глобалисты, третьи, вы их даже не узнаете, они вас там стравливают, а вы по своей глупости грызетесь. Поэтому все здравомыслящие люди это, наверное, уже поняли. Сейчас другие технологии. Сейчас это не как древность там, копьями этим. Мы знали, против кого нам воевать, когда нам. Да, потому что мы своего врага видели. И знали, с кем и за что-то. А сейчас, я же говорю, с самого начала я говорю, мы понимаем, что есть внешний, много внутренних врагов, нациков, каких-то непонятных темных лошадок. Лошадедержателей. Поэтому, не знаю, сейчас тоже такие ситуации, как и тогда, может этот конфликт быть. И опять-таки у вас есть выбор. Или вы опять там, или встанете и скажете, нет, мы не воюем, мы вот. Насчет земель, я как сказал, никто этот, почему с нашей стороны, как я понял, потому что после того конфликта уже не хочет, никто не хочет, и не доверяют, и знают, что постоянно эти стычки, ну, как-то не уже, ну, не знаю. Только если мы как-то вот тесный контакт, вот такой культурный обмен, может как так мы приобщимся. Все же мы люди. Если мы не можем найти друг другу, то значит у нас нет ничего от Бога, от людского. Значит мы какие-то непонятные. А если мы по-настоящему те, кто мы, ну, несем вот эти религии однобожие там за истину, тогда нам это не чуждо, что найти. А до этого мы как были или что, я не понимаю. Наши враги невежественные, нацики там. Тогда особенно нацики, которые со своими личными какими-то там. Вот так. Это насчет исторических земель. Я думаю, никто этот вопрос... Мы-то знаем, я вижу эту проблему уже давно, потому что нельзя нерешенно. Если в моем, вот говорят, вы бы, если бы мое было, я бы давно уже как-то что-то там. Но от меня что зависит? Даже зная на исторические земли, я считаю, что они нам принадлежат, если кто-то думает, что мы на чьих-то землях. Мы же не... Вот когда, как я сказал, если за справедливость исторически, тогда мы всех должны выгнать со всех территорий. Ну, где скифы были. Посмотрите скифские территории. Еще один миф. Посмотрите, где скифы царствовали древние. Сарматы, это все, да, осетины. Большинство там, это наши предки. Вот наши земли. Тогда вас надо, если справедливо, всех подвинуть. Но мы же этого, не об этом не говорим. Украинцы себя скифами считают. Мы же не говорим, идите с наших земель. А вы почему-то поднимаете этот вопрос, зацепились. Это потому что это политика. И кто-то это укоренил у вас, вот эту ненависть, конфликт. И вы... Потому что это выгодно, чтобы расколоть Россию. Вот что вообще... А если это произойдет, то представляете, какой хаос будет. Во-первых, все вот эту систему глобальную уже создали, и любой конфликт в этом только к хаосу приведет. А хаос, они так грамотно все распределили, свои силы, что этот хаос им на руку, и они будут им править. Понимаете, любой хаос это глупость. То есть любой наш конфликт это приведет, ну, ни к чему.
Мы же знаем, золотой миллиард там. Вот и ваш конфликт будет вашей глупости. А еще раз, это не то время, древний век, когда мы... Там очень много других сил. Президент это лишь там верхушка айсберга, за ним там целая теневая система, вообще непонятных там столько. Вы их не знаете, вот в чем дело. Мы и не знаем. Поэтому вот так надо быть, как, насчет, я говорю, насчет исторических. Но вы же опять поднимаете тему, там, вот вы на наших землях, там, мы, Аланы, Ван. И насчет того видео, вот, там, исследуют, там, мы с Индии, мы-то четко знаем, кто мы. Если кто-то и по историкам, археологам не верит, а начинает мне говорить ДНК, зайдите, Клесова мне часто приводят в пример. Клесов там что-то на поверхности предвзято узнал, и что выгодно, то и говорят. Зайдите в Facebook на латинице, напишите ДНК History. Администратор там Спартак Дзанайти, тоже на латинице записан. Я с ним прямой эфир хотел сделать, не получилось. Вот там самый последний, вот там много нюансов. Там по одной ДНК тоже ни о чем. Там ветви там. Там очень много нюансов. В тебе могут быть и китайцы, и там. Так что многие начинают там. Зайдет там, он, кто как не он знает последний тест. Там вот все, что последние данные бывают, там публикуются. Вот и увидите, поймете, если вас именно вот по ДНК. Так, я сейчас вопрос же почитаю вообще. Не буду судить, но ингуши многие в спину могут бить, это не за всех говорю. Я всегда стараюсь, да, не задевать ничьи. У каждого человека есть чувство национального достоинства своего народа. Я, стараюсь. Только если когда начинают мне там вы, я делаю ответы, все, провокатором. А так у меня, я же говорю, нет, у меня канал вообще о физической ирландской культуре. Но почему я, получается, об этой теме говорю? Потому что мне часто пишут, то многие пишут. И я, да, приходится мне, да, и отвечать то, что я знаю. И ты, и я, и никому не докажу, потому что, чтобы доказать многие исторические моменты, должны именно компетентные люди этим за вопросом заниматься. Мне очень неприятно, что как-то, умалчивается. Если где-то что-то обсуждается, это где-то там. Но не, вот, так сказать, какое-то предвзятое отношение, на мой взгляд, к этому вопросу. Потому что если многие пишут и в соцсетях, значит, они об этом надо, как-то... Вот Четырнихаж недавно подняли шум, там, ответили вот насчет Лулаевой.
И я как бы забыл то, что да, я тоже не воспринял это, потому что, а потом многие, как говорили, вот Штирнехаш там многими вопросами не поднимают ничего, а тут решили показать себя и надавили на слабую девушку. А в защиту, как говорил, а что мы молчать должны были? Надо говорить, мы не вставляем, а просто такая реакция. Давить мы наоборот, я говорю, надо доносить до людей, чтобы рамки знали, чтобы другие тоже задумывались там. Ну, а тоже вот это к тому, что вот этот вопрос, допустим, почему они, да, так и получается, вот такой вопрос они на таком уровне подняли, так и получается, вот им выгодно, как будто бы слабая девочка, надавить ей этот вопрос. А вот такой вопрос над этим, почему вот так не поднимают, не обсуждают, не доносят. Может, там бесполезно, наверное, так тоже. Потому что, видишь, правда никому не нужна. Ты говоришь там, так, исторические доказательства, все давным-давно там. Но те же, они же с этим не хотят это воспринимать. Так как этот вопрос, поэтому и не отвечают. Земля скифов, Ставропольский край, Кавказ, Крым, Краснодарский край. Как думаете, нам отдадут их? Нет, конечно. Мы понимаем, что невозможно. Пусть ингуши поймут, что невозможно и живут спокойно. Ну да. Вот, я пока не забыл, еще один часто мне пишет, что мы вот под Россией, там, пешки, там, прячемся. Но если, во-первых, в наше время все можно, рабы можно, как, пешки. Это так. Но если вы думаете, что вот и тот конфликт, и вообще вот таковая связь с русскими, с коренными русскими, что мы под ними прикрываемся. Дело в том, что это тоже миф, потому что это тоже опять в нашу сторону такая. Потому что в древности, опять-таки, те, кто так говорят, они себя отделяют и показывают то, что не просто так говорят, что в красную, на сторону Красной Армии стреляли там. Хотя, да, есть и герои у чеченцев этой войны, Первой, Второй мировой, есть, большинство как там. Сейчас же тоже вы, когда вы так говорите, вы опять-таки себя отделяете. Вот когда вы говорите, что вы под Россией, за Россией, там, опять у вас вот эти идут нацистические настрои. Нормальный, здравомыслящий человек знает, что все мы жертвы тех, кто продает свою родину, но не вот настоящих патриотов там. И в древности мы просто были единой скифией.
Почему украинцы часто вот, говорят, мы скифы? У них очень богатая проделанная работа и материал реконструкции, вот именно скифских реконструкций. До сих пор используют вот эти солярные символы. Наберитесь свастика у украинцев или у славян, и посмотрите. А почему так? Потому что мы были когда-то едины, и мы их считали, они всегда были нашими братьями, едины. Это единое вот было культурное пространство, и вот эта культура была распространена на всех, в том числе и в войнах, там вот эта вся наша культура. И они были частью этой культуры, и славяне, или... То есть мы были едины. Почему кто-то считает, что мы прикрываемся? Сейчас мы просто, когда у нас такая мощь, влиятельная сила у осетин, наших предков, скифов, сармат, алан, потерялась после нашествия монгол, мы теперь просто как бы в состав России входим, и все равно мы едины. Мы же тогда, наверное, может и было такое, тогда же не говорили, что русские или еще там кто-то, и другие ингуши, чеченцы под нами, под Скифией находятся. Это было единое. Просто мы были титульными, как бы, мощной, влиятельной силой. Наши силы были огромные. Отсюда до нынешнего Ирана, и там этот шелковый путь проходил. И поэтому это миф, и опять-таки нациков, которые против вообще... Еще раз подтверждайте, что вы против русских или коренных, потому что мы едины всегда были, никто ни под кем не прячется. Это мы едины, это вы хотите опять этим самым отделиться. Понимаете, вы во всем, везде мешаете, так получается, мешаете или там конфликт создаете. А насчет вот ваших исследователей, почему я написал, вы пришли там индусы, аланы или коренные войнахи. Вроде, как я знаю, вы там коренные. Не войнахи, а ингуши, это вот выставил, который. Вы исследуете там вот свои корни от там какого-то магу, который из Магати, или откуда он пришел. Наверное, оттуда маги все пошли, сюда пришел на Кавказ. Просто дело в том, что мы знаем, кто мы, аланы. А вот когда вот этот шелковый путь проходил, вот это мощное, большой таковой Иран, он отсюда нас, его религия, которая потом распространилась по всему миру. Его осколки это Веды, Ригведы, Пураны, там, Зороастризм, да. И вот вы там показывали статуэтки там Шивы, еще каких-то индусских богов вот этой религии. Дело в том, что через этот шелковый путь торговый там, и вот сюда и попадали вот эти артефакты древние.
Так, то, что я хотел, сказал свое мнение. То, что я знаю, и никому ничего доказывать не буду, и не докажешь. Правда никому не нужна. Я знаю, кто я. Когда мне часто говорят, вы даже из своего там предков не знаете, там, да я знаю, кто я, и по происхождению. Лично моя фамилия выходцы с Лесгора, Дони Фарс, Дегорское ущелье. Туда мой предок, его Сата звали, у него был и Малцак, и Валцак, у него было сыновья Бетан, Чехтиста, Мартут, кто куда он там. Туда мой этот пришел предок из Асии, где ныне Кабардино-Балкария. Там были и наши ну там и как. Дело в том, что по древней карте Армении, посмотрите, племя Аштигор, одно из арийских племен. Астигор – это ассы, дегорцы. Вот многие говорят, какие вы ассы, вы дегорцы там, а где говорят, если вы ассы, где ваши ас, если вы дегорцы. А ас никуда не исчезла. Мы говорим, что мы осетины. Осетин это и есть ас. Когда многие там начинают блогеры там исследовать каких-то очевидцев, приводить в пример, что вот там осетины там, те асы, осетины там что-то. Да, прямо перед носом, когда вы говорите осетин, вы сами же говорите асы. Потому что ос осталось, ну, Овсетия грузинская, это, ну, вот, допустим, там говорят, какие вы аланы, ну, докажи там, что уже много, ну, даже элементарно вот этот ясский глоссарий в Венгрии, в Ясберине, Яшаги, Яси, там вот этот аланский считается древний аланский язык, посмотрите, ясский глоссарий. Они тоже сюда приезжали и говорили, почему вы не асси, как я слышал, осси. То есть правильный, конечно, асси. Ну, вот так у нас ос осталось. Но я к тому, что, во-первых, дегорцы все, когда мы говорим, там, мы дегорцы, мы исторически, правильно, справедливо вначале говорит осетины, асонта нахотунца. Ну, нахена ходагод хотан, аланти саномай аса на самоназвание. И исторически правильно говорит осетин, дегорец. Вначале осетин, потом дегорец. Или дегор. Аштигор. Даже армяне больше многих знают. Они много, вот знакомые мне говорят, в древней карте почитай, там Матеранадаран называется, как там, Матеранадаран, как так, в общем. И там древняя карта Армении, вот там, ну, Аланы, и там Аштигур и Дигур, то есть асы, дигорцы. То есть ас никуда не отпал. Вот мне говорят, а куда ваш ас делась? Это тоже наша вина. Мы должны, ну, если правильно, чтобы память не стиралась. Ну, она и так не идет. Но видите, даже вот это, то, что мы а поменяли на о, уже как преподносят, да, как будто мы не асси. То есть, как будто это что-то другое. Это и есть ас. Ос это и есть ас. Поэтому, ну, надо исторически историю знать все, и если возможность была, надо к дегорцам бы ас вернуть, потому что это важно. Видите, как
забывается все, память там, и потом разные какие там, которые переписывают нашу историю, начинают там. То есть Аштигур. И вот оттуда мой предок, туда, Сасси. Это же имя и на кабардинцев распространилось. Допустим, те ланы, которые с монголами ушли, асуты, тоже ас. Так что вот так. Остинские пироги Байра на одной руке посмотреть там, на жест как не подтягиваюсь. Нет, по борьбе мастера не получил. Ну, проблемы были со здоровьем. Так, давайте, вот я сказал свое, то, что хотел сказать насчет этого всего ингуш-астинского конфликта, мнение, и закончу свой прямой эфир Давайте к вам выйду уже заново перезагрузку сделаю и поговорим вживую. Я на ваши вопросы тоже отвечу.